Кубок президента России по тяжелой атлетике в этом году имеет несколько больший статус, чем предыдущие. Во-первых, турнир проводится в юбилейный 5-й раз. Во-вторых, в его рамках пройдет чествование 130-летнего юбилея тяжелой атлетики в России. И в-третьих, пункт, наверное, самый важный для спортсменов, кубок в этом году имеет квалификационный статус на Олимпийские игры. Там будет участвовать элита тяжелой атлетики, олимпийские чемпионы. И самое главное, что там уже заявлено 16 государств. На международном арене вид будет нашей республики. Основные вопросы решены, и подготовка идет в темпе. На заседании оргкомитета Кубка президента большое внимание уделили вопросу освещения предстоящего мероприятия. Телевизионная трансляция будет осуществляться на каналы группы компаний ВГТРК и Евроспорт. Заявки на участие в международном гран-при представили 57 спортсменов из 16 стран мира, без учета российской сборной. Соревнования пройдут в 5 весовых категориях, в 2 у женщин и 3 у мужчин. На помост выйдут и действующие олимпийские чемпионы и чемпионы мира. После чемпионата мира второе мероприятие, которое проходит в международных отношениях по спорту, потому что этот турнир, он является лицензионным к отбору к Олимпийским играм и стоит в календаре международных игр, в том числе в Международном олимпийском комитете. Чеченская республика очень серьезно готовится к спортивным соревнованиям. Видно, что это республика, которая очень хорошо относится к развитию российского спорта. И спортсмены, те, которые на сегодня имеются в республике, они являются одними из сильнейших в мире, в том числе и по тяжелой атлетике. В принятии решения о проведении в Грозном крупного международного турнира свою роль сыграл и безупречно организованный еще в прошлом году чемпионат России по тяжелой атлетике. Для республики это был первый опыт проведения национального первенства по олимпийскому виду спорта. Тогда с задачей, по словам гостей, справились на отлично. Сам факт проведения чемпионата России, его качество и его форма проведения и послужило в основу нашего решения провести данный турнир именно в Грозном. Все идет по графику, никаких сбоев пока нет, но по предварительным заявкам можно уже сказать, что турнир соберет сильных спортсменов, известных спортсменов во всем мире. Оргкомитет Кубка президента России по тяжелой атлетике обсудил регламент проведения турнира, график заезда спортсменов и гостей. Последних ожидается около 200 человек. Их разместят в отеле «Грозный-Сити». Говорили на заседании и об обеспечении процедуры допинг-контроля тяжелоатлетов. Уже заказаны медали для призеров и уменьшенные копии Кубка президента, которые получат победители в каждой весовой категории. Ну а местом проведения турнира выбран спорткомплекс «Олимпийск». Хамзат Аюбов, Мансур Саев, Зелим Закаев. Новости.